Продолжаем эфир новостями. В студии Василий Раченко и коротко о главном к этому часу. Более 40 тысяч россиян вернули на родину после введения ограничений на поездки в Турцию. Внешэкономбанк России будет развивать сектор социальных услуг на территории Якутии. Концерт известной музыкальной хоровой школы «Соловушка» прошел в Нерюнгринском районе. Всемирная организация здравоохранения продлила режим ЧС из-за коронавируса на 3 месяца. Эксперты пришли к выводу, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире. Они отметили, что риск международного распространения болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требует скоординированного международного ответа. Следующее заседание Комитета ВОЗ по ЧС будет созвано через 3 месяца или ранее по решению генерального директора организации. Авиакомпании вернули из Турции почти 40 тысяч россиян. Из Танзании более 1700. Об этом говорится в отчете Росавиации по вывозным рейсам с 15 по 18 апреля. Из Турции российскими и турецкими авиакомпаниями в общей сложности было выполнено почти 180 рейсов, из Танзании 6. Напомним, что оперативный штаб Росавиации совместно с перевозчиками разработали график вывозных рейсов. С ним можно ознакомиться на официальных сайтах авиакомпаний. Ограничения на поездки в Турцию для россиян установлены до 1 июня. Ограничения по коронавирусу усилили в Якутии. Глава региона Айсен Николаев подписал соответствующий указ, который вступил в силу сегодня. Так, основные республиканские и муниципальные мероприятия, конференции, форумы, культурные и просветительские мероприятия запретили проводить в выходные и нерабочие праздничные дни в очном формате. На согласованных с оперативными штабами мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек. Кафе и рестораны, в том числе банкетные залы, будут закрываться на ночное время с 12 ночи до 6 часов утра по местному времени. Также вводятся ограничения на количество посетителей за одним столом, не более 15 человек. Столы должны стоять на расстоянии как минимум 1,5 метра друг от друга. Заполняемость зрительного зала в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сократили с 75 до 50%. Правительство России расширило программу поддержки авиакомпаний по обновлению парка воздушных судов. Российские авиакомпании смогут получить субсидии от государства на уплату лизинговых или арендных платежей за вертолеты отечественного производства. Это позволит обновить парк и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны, где используется такая техника. Главное условие – воздушное судно должно быть выпущено не ранее 2016 года. В нашей стране немало мест, куда можно добраться только по воздуху. И для каждого человека, кто там живет или работает, авиация особенно важна. Авиакомпании, которые выполняют полеты по местным маршрутам, почти 10 лет успешно пользуются субсидиями от государства на приобретение самолетов в лизинг. Теперь такая программа будет действовать и в отношении современных вертолетов отечественного производства. Авиаперевозчики смогут сэкономить на уплате лизинговых или арендных платежей десятки миллионов рублей и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны. Мы обсуждали эту тему во время поездки на Дальний Восток, где вопросы транспортной доступности стоят наиболее остро. Уверен, что новый механизм поддержки будет широко востребован малой авиацией. Важно обеспечить связанность территории, развивать коммуникации, чтобы людям было удобнее добираться из региона в регион. Внешэкономбанк будет развивать сектор социальных услуг на территории Якутии. О новом пилотном проекте рассказал глава региона Айсен Николаев. Для его реализации республика подписала соглашение с web.rf. Цель – повышение качества жизни людей с ментальными нарушениями. Отобрано 30 участников для организации сопровождаемого проживания. После достижения результатов проект планируется масштабировать в российских регионах. Отметим, что первый старт облигации социального воздействия СИП в Якутии прошел в 2019 году в 27 школах Хангаласского района. Свыше 190 заявок поступило для участия в программе «Земский учитель» в Якутии. Региональный оператор завершил прием документов 15 апреля. Заявки поступили из Тывы, Иркутской области, Алтая, Липецкой области, Забайкальского края, самой Якутии и многих других регионов.
Оператор зарегистрировал документы 69 претендентов. Участники программы получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Для этого они должны заключить трудовой договор со школой и отработать в ней не менее 5 лет. Список победителей конкурсного отбора утвердят до 15 мая. Мастер-класс по карвингу прошел в Ленске. Это искусство вырезать из фруктов и овощей различные композиции. Организатором мероприятия стало городское управление культуры. Направление для города новое, поэтому вызвало большой интерес ленчан разных возрастов. Занятие кропотливое, требующее усердия и терпения. Мастер умело составляла из фруктов необычные композиции. Также продемонстрировала искусство кулинарного визажа и показала, как правильно пользоваться необходимыми инструментами. Мы планируем готовить, проводить такие вот занятия на эту тему, да, и на регулярной основе, чтобы это вот прямо люди записались. Это могут даже семьями прийти, да, мама с детьми могут подходить. Это рассчитано и на взрослых, и на детскую аудиторию. Концерт всемирно известной музыкальной хоровой школы «Соловушка» прошел в Нерюнгри. Повлиял ли длительный перерыв в выступлениях на уровень коллектива, узнала наш корреспондент Ирина Кичигина. Почетным гостем мероприятия стал глава республики Айсен Николаев. Он выразил свое восхищение коллективу и поблагодарил директора школы за тот уровень мастерства, который удается держать на протяжении более 30 лет. Время, проведенное в дистанционном формате, подтолкнуло к более усиленной работе в очном режиме, которая в конечном счете дала свои результаты. Хотелось бы, чтобы побольше было времени для того, чтобы именно вокально-хоровые навыки привести в порядок. Но мне не стыдно ни за один номер, потому что дети и педагоги все были на достаточно хорошем уровне. Оценивать все-таки должны зрители, наверное, наши коллеги, которые сидели в зале, потому что все-таки из-за кулис немножко и другое впечатление, и другой звук. В концерте прозвучали песни в исполнении старшего, среднего, младшего хора, хора первоклассников, солистов и вокального ансамбля «Экспромт». Показали свое мастерство камерный оркестр школы, скрипачи и пианисты. Зрители с удовольствием поделились своими впечатлениями от концерта. Я хожу почти каждый год, только в прошлом году не было. Но очень мне нравится. Очень понравилось, очень довольна вообще. Очень соскучились по таким концертам. Спасибо большое «Соловушке». Мне очень тоже понравилось. Первый раз пришел на такой концерт. Замечательный концерт, просто потрясающий. Спасибо большое. Очень свеже, соскучились. Это новые эмоции, так что все на уровне. Жалко, что некоторых эмоций не хватило зрителям. Так долго не видели, давайте посмелее, поддерживай, радоваться надо, всей душой и сердцем. Напомним, «Соловушка» – это единственная хоровая школа в республике. В 2015 году по итогам общероссийского конкурса она вошла в число 50 лучших школ искусств. За 30 лет ее выпускниками стали более 600 учащихся. Нерюнгринцы гордятся успехами и достижениями своей «Соловушки». Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Участники лыжни России в Айхале получили по шапке. Головные уборы спортсменам выдали перед стартом. Лыжные гонки в этом году собрали более 50 человек. Спортсменам не помешала им плохая погода. Оксана Мезенцева побывала на соревнованиях. Более 50 айхальцев в эти выходные попробовали свои силы в лыжных гонках. Любителям спорта не помешал ветер и снег. К финишу пришли все. Несмотря на такую погоду, поддержать спортсменов пришли и болельщики. Это волнующиеся родители, тренеры и просто знакомые. Дистанция для всех была одинаковая – 3 километра. Согревали спортсменов теплые шапки. Их на старте получили все участники. Первый забег определил лучших среди предприятий Айхальской площадки и учебных заведений. Второй забег выявил сильнейших в личном первенстве. Самому старшему участнику было 79 лет, самому младшему – 6 лет. Прохладненько сегодня. Дышать тяжело. Трасса, твердая. Нормально, бежать можно. Единственное, что меня подвело, это горочка. Как всегда, она узенькая, не получается ничего пройти. А так, в общем, было легко, весело. Это же, не сильно стремился к первому месту, больше то, что, так сказать, хобби. Показать пример товарищам молодым, что можно кататься. Главное было бы желание, а кататься можно. Пока ноги носят, можно кататься. Трасса тоже нормально сделали. До этого тренировались. Похоластенько было.
Сейчас нормально. В прошлом году лыжных гонок в поселке не было, поэтому айхальцы успели соскучиться по таким состязаниям. К этому соревновательному дню готовились долго. В этом году на старт вышла и одна семья. Начали заниматься лыжами, детям нравится. Раз в год такое бывает. Соответственно, даже особых разговоров не было. Погода, думали, подведет. Ну, в общем, не очень, конечно, была погода, но все сделали, прошли, задачу выполнили. Организовали лыжню России, поселковая администрация и культурно-спортивный комплекс «Алроса». Впервые в этом году вручили приз в номинации «Не упал». Лучшего участника определили по количеству падений на старте. Победители и призеры получили кубки, медали и ценные призы. Фотоснимки с хэштегом «Айхал. Лыжня России» быстро разошлись по соцсетям. Спортивный праздник объединил более 60 айхальцев. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». На этом у нас пока все. До встречи в эфире.